Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и по традиции мы подводим итоги 2025 года. Я представляю гостя в студии Олег Голов, сенатор Российской Федерации. Здравствуйте. Итак, мы подводим итоги 2025 года, и один, наверное, из первых вопросов, какие законотворческие деятельности, вот самые, может быть, главные, я понимаю, что их было много, но какие бы главные вы отметили? Ну, один из главных, за который был ответственный наш комитет, это 33-й федеральный закон, который изменяет порядок распределения полномочий между уровнями власти исполнительной, федеральной, региональной, муниципальной. Здесь четко определены полномочия муниципалитетов, которые не передаются, которые могут передаваться, и которому могут передаваться, но обязательно с финансами. Что раньше отсутствовало, и это делает вопрос ответственности муниципалитетов более прозрачный и, самое главное, более ответственный с точки зрения, если есть деньги, он выполняет эти задачи, которые прежде всего направлены на улучшение жизни наших граждан в муниципалитетах, потому что муниципальный уровень – это самый близкий уровень к нашим жителям. Поэтому, вот, наверное, один из главных таких законов, который долгий он был с точки зрения принятия, изменений, много было поправок. Но вот сейчас он принят, и я думаю, со следующего года уже начнутся изменения. Вот как эти изменения почувствуют на себе жители республики? Я думаю, что прежде всего они почувствуют... Ну, давайте так. В нашей республике уровни власти, региональные и муниципальные, достаточно хорошо между собой коммуницируют, и все задачи, которые ставит Ради Фаритович, Андрей Геннадьевич с точки зрения исполнительной власти, они на самом деле в муниципалитетах четко выполняются, и средства, которые выделяются на поддержание жизнеспособности муниципалитетов, а самое главное на выполнение тех задач, которые были бы для жителей первостепенные, они так или иначе решаются. Здесь больше, наверное, с точки зрения четкости распределения и распределения от федералов к регионам и от региона к муниципалитетам. Я надеюсь, что жизнь наших граждан, наших жителей республики будет лучше. Вы, как представитель Республики Башкортостан, я условно говорю, да, как сенатор Российской Федерации, наверняка защищаете интересы Республики Башкортостан, отстаиваете. Что было сделано в 2025? Ну, на самом деле, это опять-таки командная работа с исполнительной властью и законодательной властью республики. Есть законодательная инициатива самого Курултая, и мы здесь плотно отрабатываем. И, вот, например, по увеличению площадей, которые могут взять фермеры для выпаса скота, это та инициатива, которая была от Республики Башкортостан, она была поддержана, и мы решили этот вопрос, он тоже долгий достаточно был. В этом году 5 муниципалитетов выиграло конкурс Минстроя по благоустройству территории. Это тоже достаточно большие весомые средства. Мы помогали с Минэком по привлечению средств на строительство индустриального парка. 2 индустриальных парка было заявлено. Ну, один на следующий год перенесли, а один в этом году уже начнет финансирование. Я имею в виду 26 год. Финансирование 350 миллионов, по конкурсам там 500 миллионов. Много было сделано с Минэком в плане привлечения средств для малого и среднего бизнеса, потому что есть много программ, и здесь надо какие-то моменты докручивать на федеральном уровне. С Минсельхозом мы отработали по комплексному развитию сельских территорий. Тоже есть много проектов, привлеченных средств в республику, потому что у нас 38% населения живет в сельской местности, и это прежде всего не просто благоустройство территорий, где живут наши жители, но это и дороги, это и ФАПы, это и ремонт школ и так далее. Ну и плюс ко всему мы плотно работали в этом году с Росимуществом по передаче имущественных объектов из федеральной собственности на региональную и муниципальную. Здесь тоже 67 объектов мы отработали. Я думаю, что это такая комплексная работа, именно командная работа, потому что наша задача сенаторов где-то моменты, так как мы большей части проводим в Москве,
зайти в министерство, зайти в ведомство и отставить интересы нашей республики. Если говорить именно по, может быть, по отраслям и точечно, были проведены различные мероприятия, вот в том числе и были в сфере здравоохранения. Какой бы из них, может быть, отметили прежде всего? Прежде всего, я хотел бы отметить, это онкопатруль, который в этом году был форум у нас в Башкирии осенью. Я об этом докладывал на пленарном заседании. Он изначально был инициирован Советом Федерации и под эгидой Совета Федерации проводится, и Валентин Иванович поддержал, что и дальше надо это проводить, потому что в этом году достаточно большой был съезд, много было значимых, так скажем, врачей, ученых в этой области, было обследовано много рабочих, специалистов, особенно это вот Стрельтамак, Салават и Шимбай. На первичном этапе было выявлено несколько заболеваний, и дальше уже врачи брали это все в работу и так далее. Вот это такой значимый форум, который, я думаю, и дальше надо продолжать и развивать. Обсуждался ли вопрос тогда вот в этом контексте именно кадровые, которые все-таки иногда всплывают в медицине? Он очень всплывает, и сейчас на этом сфокусировано наше внимание, потому что задача не просто построить больницу, ФАП, а вопрос того, что создать условия, чтобы молодые специалисты после окончания вузов действительно могли себя чувствовать комфортно, то есть им создать рабочие условия, но самое главное социальные условия, жилье, детские сады, школы, потому что семьи надо заводить. Поэтому здесь сейчас комплексная программа нами прорабатывается, уже кое-какие законодательные инициативы были приняты за этот год, ну и на следующий год достаточно много работы в этом направлении. Аналогичный вопрос стоит и в сфере образования, не находите? Абсолютно с вами согласен, это тоже в фокусе нашего внимания, потому что врач, учитель на селе – это самая главная интеллигенция, которая есть, и от нее зависит благополучие наших сел. Поэтому врачей и учителей, во-первых, надо повышать престиж этих профессий однозначно, надо повышать заработные платы. В этом направлении мы как раз работаем, и когда принимали бюджет на ближайшие 3 года, именно вот эти 2 статьи на поддержку врачей, учителей, повышение заработных плат, было очень много дискуссий, и много предложений, и Минфин нас услышал, и многие наши инициативы были приняты. Если вспомнить прямую линию Владимира Путина, то поднимался один из вопросов, который касается многодетных семей. На самом деле этот вопрос периодически поднимается, и зрители к нам обращаются и говорят о том, что если доходы многодетной семьи совсем немного превышают вот тот минимум для каких-то льгот, то уже им воспользоваться невозможно. Вот как-то есть какие-то вот решения этого вопроса? Да, мы уже приступили к решению этого вопроса. На самом деле здесь нужно просто отрегулировать некоторые моменты, которые, давайте так, все течет, все меняется, время изменяется. Те законодательные инициативы, которые были и которые работают, где-то устаревают, надо докручивать. Поэтому на следующий год, вот весеннюю сессию, уже есть четкий план работы, и здесь, я думаю, мы первое полугодие 2026 года мы этот вопрос решим, завершим, так скажем, и многодетные почувствуют, что никакие там моменты с точки зрения на 2 рубля там изменяются, да, но не повлияет на их благосостояние. Сейчас очень большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. В этом контексте реализуется и проект «Дети-герои», региональный проект «Созвездие мужества». Как думаете, вот эти форматы, насколько откликаются современной молодежи? Они откликаются, потому что есть два направления, в котором сейчас работаем с молодежью. Уже больше 12 лет «Дети-герои» под эгидой Совета Федерации. Более 2000 детей награждены медалью, которая опять-таки была по инициативе Совета Федерации выпущена. В Башкирии более 20 детей награждены этой медалью. Второе направление – это волонтерство, конечно, потому что дети-герои, волонтеры – это не про то, что подвиг совершить, а про то, что вовремя принять решение и помочь. Здесь про помощь, про
внутренний какой-то стержень, что в любой момент ты можешь принять решение и спасти человека, и жизнь человека. И, ну, честно говоря, вот третий год участвую в награждении, и дети, которые там так или иначе, наши башкирские дети, награждены этими медалями, там действительно такие значимые подвиги, геройские поступки. И я думаю, что здесь и дети, которые рядом, они тоже понимают, за что они получили, что это не просто там за учебу, скажем, а именно за поступок, важный поступок, иногда мужской поступок, а иногда девочки тоже, извините меня, совершают такие геройские мужские поступки. Поэтому это и патриотизм, это и вера в себя, но и самое главное, это помощь ближнему. И я считаю, что это очень важно, поддерживать эти инициативы и дальше как бы эти форумы, скажем так, продолжать. Ни для кого не секрет, что в свое время вы занимали пост руководителя администрации Благовещенского района. Вот сейчас все равно как-то возвращаетесь туда, смотрите, как обстоят дела. Ну, то есть, понятно, все-таки. Ну, во-первых, это мой избирательный округ. Во-вторых, да, действительно, не отпускаю эту историю. И мы достаточно много вопросов, которые поступают и от жителей, и от администрации. Мы пытаемся решить и запросы жителей, потому что мы постоянно проводим прием граждан. И здесь, как сказать, у Благовещенска большой потенциал, и надо дальше его развивать. И чем больше таких вот городов, так как я возглавляю в Совете Федерации рабочую группу по малым городам и моногородам, их у нас более 800 в России из 1120, а Благовещенск один из них. И чем больше развиты такие города, тем больше каскадом развивается и сельское хозяйство, и промышленность растет. Ну и самое главное, растет благосостояние наших граждан. Поэтому это все равно остается в фокусе. Мне радостно, как дальше развивается Благовещенск. И в этом году ФОК запустили. Сейчас вот поликлиника, строится детский сад, благоустройство двигается. У города большой потенциал. Какие задачи ставите на предстоящий год? Ну, у нас было много инициатив, которые уже поступили в Государственную Думу, законодательных инициатив. Мы провели вот буквально в декабре совместный круглый стол с маркетплейсами и с Роспотребнадзором. Та инициатива, которая родилась по изменению порядка расположения и работы дарксторов, сейчас нашел отклик у маркетплейсов. И вы знаете, отрадно, что маркетплейсы согласились, что они это назвали в своем регламенте добрососедство, что действительно необходимо не просто бизнес, да, но и учитывать интересы граждан, что в ночное время не шуметь, что разгрузка-погрузка должна быть удобной и для жителей домов, где располагаются эти пункты, и самое главное, это должно быть и безопасно. Поэтому здесь мы нашли полное взаимопонимание с Роспотребом и с маркетплейсами. Дальше будем эту инициативу дожимать, так скажем. Я думаю, что в первом квартале регламент будет принят. Здесь много инициатив было по жилищному, в рамках жилищного законодательства. Мы усовершенствуем это. Работы много на самом деле, много интересной работы. Я думаю, что 26-й будет очень интересный год. Спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечал Олег Голов, сенатор Российской Федерации. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.